Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшар. Сегодня в программе последняя победная 16 сентября 1993 года началось наступление на Сухум. Хозяйствам надо помогать. Первый вице-премьер Шамиль Адзенба совершил рабочую поездку в Сухумский район. Жизнь как искусство. Премьерный показ серии видеоинсталляций в Сухуме. 22 года назад, 16 сентября 1993 года, в ходе Отечественной войны народа Абхазии началась наступательная операция абхазской армии по освобождению Сухума. К 20-21 сентября абхазские подразделения сомкнули кольцо вокруг Сухума. После ожесточенных боев к вечеру 25 сентября флаг Республики Абхазия развивался уже над железнодорожным вокзалом столицы Абхазии. 27 сентября город был полностью освобожден. В 11 часов 30 минут 29 сентября передовые подразделения вооруженных сил Абхазии, прорвав оборону грузинских войск на реке Мачара в Гулирском районе, заняли Сухумский аэропорт в селе Бабушара. Вторая группа войск, достигнув реки Кадора, соединилась с частями Восточного фронта. Блокада Учимчирско-Тхварчалского региона Абхазии, продолжавшаяся более 13 месяцев, была прорвана. Часть грузинских войск отступила в горы в направлении села Лата. 30 сентября вооруженные силы Абхазии освободили Учимчиру. В 20 часов того же дня, развивая успешное наступление по всему фронту, абхазские войска достигли границы с Грузией по реке Ингур, где водрузили государственный флаг Республики Абхазии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба направил поздравительные телеграммы Вениамину Кондратьеву и Рустаму Минниханову по случаю их избрания главами субъектов Российской Федерации, сообщает официальный сайт президента Абхазии. В поздравлении губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в частности, говорится: «Ваша яркая и уверенная победа на выборах – свидетельство высокого народного доверия и надежд, которые связывают с вашей деятельностью на должности губернатора жителей Краснодарского края. Ваш авторитет, опыт и знания – залог успеха в деле социально-экономического развития Краснодарского края и дальнейшего повышения уровня жизни его населения». В поздравительной телеграмме президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, в частности, отмечено: «Опытный государственный деятель, требовательный руководитель и авторитетный лидер, вам, народ Татарстана, практически единогласно доверил свою судьбу. Сегодня Татарстан является одним из наиболее успешных передовых субъектов Российской Федерации. Убежден, что ваша деятельность на посту президента и впредь будет служить процветанию республики и улучшению жизни ее граждан». Государственное хозяйство по выращиванию субтропических культур «Субтропики», в народе просто Учхоз, в селе Нижняя Эшера посетил сегодня первый вице-премьер правительства Шамиль Адзенба. Поводом для инспекции стали неоднократные просьбы местных жителей главе государства обратить на район внимание и благоустроить его. Репортаж Елены Лолуа. Большая площадь, на которой расположено когда-то богатое государственное хозяйство по выращиванию субтропических культур, сегодня производит унылое впечатление. Часть территории в зарослях и колючках, за некоторыми деревьями нет должного ухода. После неоднократных обращений жителя района оценить эффективность хозяйства приехал вице-премьер правительства Шамиль Адзенба. В первую очередь он интересовался состоянием жилых домов и цитрусовых насаждений. Есть вот плантации в великолепном состоянии, хорошие, подстриженные там деревья и так далее. А есть откровенно заросшие, очень много развалин. Вот дома жилые, где жили раньше, вот те, кто работал в этом хозяйстве, люди, вот видя в каком состоянии, я думаю, сейчас пересказывать не нужно. Вот, я думаю, что тут есть над чем поработать. Вот, а вопрос его эффективности. Эффективность, в первую очередь, это что это дает государству. В виде прямых, в виде косвенных налогов, дает ли рабочие места, какое-то жилье, я не знаю, что это дает. Вот все это надо изучать и смотреть. Шамиль Адзенба интересовался, сколько заработанных предприятием средств идет на развитие цитрусовых плантаций. Упрощение налогового бремени не привело к желаемым результатам в этом хозяйстве, сказал вице-премьер. 200-250 тонн мандарин собирать. Все эти мандарины должны, по исключением тех налогов, которые выплачиваются, да, которые должны там, с прибыли и так далее, все остальные средства должны идти на развитие этого хозяйства. Но, к сожалению, видим, что особо так, потому что это тоже не маленькие деньги, 2-3 миллиона.
Это не громадные деньжища, но, тем не менее, можно было, конечно, содержать по-другому. Для приведения всей территории в надлежащее состояние потребуются немалые ресурсы, отметил глава Сухумского района Беслан Авицба. Идет процесс реорганизации госхозяйства в местное унитарное предприятие, пояснил он. За достаточно короткий срок была также проведена инвентаризация территории, чтобы подсчитать, сколько растет корней цитрусовых, какую площадь они занимают и какое количество строений здесь расположено. Также предстоит взять на баланс 3 жилых дома, где живут порядка 70 человек. Состояние запущено. Здесь требуются большие работы, большие капиталовложения. Все это как результат, наверное, бесхозяйственности, будем так говорить. Общая площадь хозяйства составляет 56 гектаров. Из них мандарины занимают 12 гектаров. Это более 4000 корней. А предприятие собирает в сезон примерно 250 тонн мандаринов. Часть плантаций, которые располагаются с этой стороны, они находятся в прекрасном состоянии. Конечно, стоит учитывать то, что им все-таки уже немало лет. Это, то есть, 60-х годов посадки, и все равно биологически уже устаревают. То есть количество урожая ежегодно будет снижаться. И часть плантаций, которые располагаются на этой стороне, они в более худшем состоянии. Там и потравля скотом присутствует. На территории госхозяйства расположено общежитие. Еще в 2009 году его руководитель Виктор Тванба приватизировал здание, по всей видимости, для строительства курортного объекта. Ведь хозяйство расположено в нескольких шагах от берега моря и может в перспективе стать привлекательным местом отдыха для туристов. Сегодня объект разрушен. Такое хозяйство с таким потенциалом, и абсолютно ничего не было. Сейчас мы это приводим в соответствие с тем, чтобы дальше мы могли регулировать. Чтобы мы знали, где у нас цитрусовые площади, где посевные, где отдельно жилая зона, чтобы вывести его и передать в фонд района, а все остальное уже передаем уже руководству с тем, чтобы они работали на тех правилах, которые будет администрация района выдвигать. Жилые многоквартирные дома также нуждаются в ремонте, один из них в аварийном состоянии. Местные жители просят государства обратить на них внимание и благоустроить прилегающие к домам территории. И она с каждым разом отходит, стена, очень опасно, что может быть даже и сложится. Дай бог, чтобы такого не было, конечно. У меня 3 детей, я живу на 1-м этаже, а на 5-м этаже во время войны, произошло здесь посмотрите, пожалуйста, какая у нас дыра, падает, кирпичи падают, дети здесь играются, мы боимся. У нас нету, помимо того, что они только здесь играют, ни качели у нас нету, ничего у нас нету. Я вас прошу, обратите на нас внимание. Мы не хотим миллионы, мы хотим ваше внимание на наш учхоз. Правительство планирует изучить и другие цитрусоводческие хозяйства республики и оценить степень их экономической эффективности. Елена Лолу, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сегодня российские таможенники передали в дар своим абхазским коллегам катер «Муфлон». Специально с этой целью в Абхазию прибыла делегация Федеральной таможенной службы Российской Федерации во главе с заместителем руководителя ФТС Сергеем Камличенко. Решение о передаче катера принято в развитии договоренностей и соглашения о сотрудничестве, заключенных между двумя ведомствами. Отныне на этом катере будет развиваться абхазский флаг. На вахту заступают абхазские таможенники. Судно передислоцировано в порт Сухум из порта Кавказ, где оно несло службу в составе флотилии Краснодарской таможни. Торжественная церемония передачи среднего таможенного судна «Муфлон» прошла в Сухумском порту. По сути, это первый катер абхазской таможни. Он необходим при проведении досмотра на плавучих средствах, заходящих в акваторию республики. Бывают ситуации, когда, допустим, есть информация о том, что нужно выехать на судно и провести там повторный досмотр. Бывают штормовые всякие ситуации, когда мы просто не в состоянии причалить это судно, и нужно произвести какие-то таможенные формальности прямо в акватории. Вот в таких ситуациях мы не знали, честно говоря, что нам делать. Всегда обращались за помощью к пароходству. Насколько могло, абхазское морское пароходство всегда нам помогало. Государственный таможенный комитет Абхазии никогда никакими плавсредствами мы не располагали. Это практически первое судно, которое мы берем себе на службу, на баланс. Я думаю, пройдут годы, может, десятилетия, и вот то, что происходит сегодня, будет вспоминаться как первый шаг в развитии
какой-то морской инфраструктуры Таможенного комитета Абхазии. Мы все время чувствуем помощь и поддержку ФТС России. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Федеральную таможенную службу, лично Андрея Юрьевича Бельяминова и российское государство за ту помощь, которую они нам оказывают. Со своей стороны могу заверить, что мы постараемся это судно использовать как можно более эффективно в интересах нашего государства. По словам заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Сергея Гамличенко, совершенствовать техническое обеспечение таможенных органов необходимо. Это имеет непосредственный экономический эффект. Не секрет, что достаточно серьезный таможенный флот находится в Федеральной таможенной службе. Он приносит свой экономический эффект. Мы надеемся, что и сегодняшний средний катер, таможенное судно, которое мы передали нашим коллегам, будет приносить соответствующую пользу на благо экономических интересов государства. Сегодняшняя акция, она также достаточно знаковая. Мы знаем, что через 10 дней день создания Государственного таможенного комитета Абхазии. Так совпало, что сегодняшний подарок от Российской Федерации как бы своего рода еще и совпал с таким знаковым событием. Только в этом году уже были задержания в рамках патрулирования и соблюдения таможенных режимов. Поэтому мы очень надеемся, и я только что беседовал с экипажем, который сдал данное таможенное судно, что наши коллеги добьются еще больших и лучших результатов. Надо отметить, что российские таможенники не впервые помогают своим абхазским коллегам. В 2010 году они передали 400 комплектов форменной одежды. В 2011 году 2 рентгено-телевизионные установки. А в 2012 году порядка 20 автомобилей. Амра Амичба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. На 77-м году ушел из жизни полномочный представитель Республики Абхазия в Республике Адыгея Рушни Таевич Будба. Распоряжением премьер-министра создана правительственная комиссия по организации похорон во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия Олегом Аршба. Как сообщает комиссия, похороны Рушни Будбы состоятся 17 сентября. Траурный митинг начнется в 2 часа дня возле дома, в котором жил Рушни Таевич в Сухуме по адресу улица Чанба, 25-й переулок Адама Хуаде. Государственная хоровая капелла Республики Абхазия отметила 45-летний юбилей. Указом президента Абхазии Рауля Хаджимба абхазская капелла награждена орденом Ахицапша 3-й степени. Об этом объявила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия на концерте в честь 45-летнего юбилея прославленного коллектива, который состоялся накануне в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Высоких наград удостоены и некоторые артисты капеллы. Солист капеллы Аслан Габли удостоен высокого звания «Народный артист Республики Абхазия». Почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» удостоены солисты Абхазской государственной капеллы Лючия Джейня, Виолетта Капица, Асида Шакая, Родион Хагба. Почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» удостоена Сара Анкваб. На юбилейном концерте присутствовали президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Артур Миквабич, чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев, члены правительства. В своей юбилейной программе капелла представила известные произведения: абхазские народные песни, абхазские старинные христианские песнопения, произведения русских композиторов. Благотворительный фонд Абхазия при финансовой поддержке Дома Москвы в Сухуме продолжает свою деятельность. Сегодня они подарили 3-й столичной школе 5 компьютеров. Сария Смыр продолжит тему. Сегодня здание Сухумской школы номер 3 находится на капитальном ремонте. Именно поэтому все занятия временно проводятся в очно-заочной школе. После ремонта в 3-й школе появится компьютерный класс. Дети будут заниматься на 5 компьютерах, которые им сегодня преподнесли в подарок. Дарим эти компьютеры от имени правительства Москвы, от имени Дома Москвы. И считаем, что это хорошая акция, это начало такой большой работы, благотворительной в частности. Подобную акцию фонд Абхазии уже проводил в ряде школ страны. Например, в 1-й и 2-й галских школах и в Атарской школе Чемчирского района. В планах учредителей фонда обеспечить компьютерной техникой еще 7 школ. Старт этого проекта у фонда получился во многом благодаря поддержке Дома Москвы. В благотворительном фонде Абхазия сначала собирает информацию о том, где в первую очередь нужна помощь, затем анализирует ситуацию и организовывает акцию. По-разному распределяем, где большая нужда, проговариваем с педагогами, с директорами школ. Они нам говорят, что им необходимо. Стараемся как можно больше охватить школу.
Основная функция фонда – помогать малоимущим семьям, особенно где есть школьники, а также оказывать поддержку желающим получить среднее специальное образование и рабочие профессии, так необходимые сегодня в селах и городах нашей страны. По словам сотрудников фонда, в ближайшее время они планируют оснастить компьютерами творческие школы. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Сухум. Жизнь как искусство драматизирует. Это проект творческой группы, основным событием которого стал премьерный показ серии атмосферных видеоинсталляций. Это черно-белые короткометражные фильмы, в которых мелькают героини, дети и девушки в нарядах от Русико и авторских украшениях от Vintage Eco. Премьерный показ, совмещенный с необычной выставкой, прошел на популярной летней площадке железнодорожной станции ГУМа. Атмосфера вечернего Сухума в репортаже Асиды Мали. В Сухуме жизнь как искусство. Даже заброшенная и давно не действующая железнодорожная платформа оживает. Загораются огни, появляются интересные предметы, становится многолюдно. Сухумскую жизнь, похожую на искусство, нужно драматизировать в хорошем смысле этого слова, считает автор проекта, молодой режиссер из Москвы Ольга Ненастьева. Несколько месяцев назад она впервые попала в Сухум, и город вдохновил ее. Я вообще люблю все красивое. И когда я приехала в Абхазию, мне показалось, что это красиво. И мне показалось, что круто будет сделать такую историю, которая будет вдохновлена именно этим местом, именно теми вещами, которые я увидела. Над проектом активно трудилась творческая команда. Героини короткометражных черно-белых историй были одеты в наряды Русико от Русудан Кобяковой. Кстати говоря, совсем недавно Русудан представила новую коллекцию «Принцесса странствий». Этот показ также состоялся на платформе ГУМа. Работать творческим людям всегда вместе крайне необходимо. Причем я считаю, что в нашей сфере нет конкуренции как таковой. Есть коллеги по цеху. И когда люди творчески объединяются, то они могут сделать гораздо больше, чем кто-то один. Авторские украшения Vintage Eco от Лауры Тарнава как нельзя лучше украсили героинь короткометражек. В этот вечер были выставлены и украшения, и наряды, которые можно было приобрести. Музыка, кино, фотография, украшения, одежда – это все как раз и есть та самая красота, которая создана на самом деле природой. Мы же просто все черпаем из природы, из искусства, из каких-то таких вещей, собираем все, вот каждый как это воспринимает и видит, и делаем каждый вот что-то свое восприятие того, что мы ощущаем, видим, чувствуем. Активно развивающаяся современная мода находит новые проявления. Видеоинсталляцию знатоки по праву назвали ее новым пьедесталом. Сухум. Жизнь как искусство, драматизируя это. Первый проект, прошедший в столице, посвященный современному искусству. Мне очень понравилось, и я считаю, что проделана колоссальная работа. Вроде бы, казалось бы, 20 минут, но в каждом отрывке была достаточно глубинная история, где показана и красота девушки, причем как внешняя красота, да, то, что, к чему мы стремимся каждый день, и внутренняя. Видеоинсталляция как отдельное арт-направление появилась сравнительно недавно, 52 года назад. Совершенно очевидно, что направления, казалось бы, противоположные друг другу. Искусство режиссуры, создание одежды и украшений и в целом моды органично переплетаются, создавая нечто особенное, новое. Асида Мали, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Концерт с участием звезд абхазской эстрады и обновленный офис в самом центре города-героя Гудауты подарила жителям и гостям города компания «Амобайл». Обновленный офис компании расположился напротив старого. Частичка модерна в красно-белых тонах ничуть не портит архитектуру города. Желающих увидеть новый центр обслуживания и, возможно, стать абонентами сотовой компании, а также посмотреть концерт было немало. Среди них были и наши корреспонденты. Репортаж Симы Аркун. Стремительно растет количество абонентов, пользующихся услугами компании «Амобайл» в Гудауте. В связи с этим было решено расширить офис в городе. В обновленном центре обслуживания абоненты могут получить компетентную консультацию специалистов компании, подключиться к сети, поменять номер мобильного телефона или тарифный план, пополнить счет, а также воспользоваться накопившимися бонусами. Удобное расположение офиса позволит оперативно получать весь спектр услуг как жителям, так и гостям города. Я уже приезжала, когда в Абхазии пользовалась этой связью, и она меня устраивала. И увидела, что здесь открытие офиса так очень все красиво, и поэтому решила сюда зайти. Салима Хагба уже много лет является абонентом компании «Амобайл». Она считает, что пользоваться этой связью очень удобно и выгодно. Очень удобная связь.
Очень красивый офис. Мы очень рады, что они сегодня устроили нам такой праздник. И мы думаем, что они будут впредь нас удивлять. Желаем мы им дальнейших успехов в продвижении. Новый офис расположился в самом центре Гудауты. Несмотря на то, что здание выполнено в стиле хай-тек, оно вписалось в общий архитектурный облик. Красно-белые тона – фирменный стиль компании Mobile. Местные жители отчасти внесли и свой вклад в дизайн данного проекта. Для компании важно, чтобы каждый клиент имел возможность в шаговой доступности получить квалифицированную помощь и оперативно решить вопрос по услугам мобильной связи. Мы давно стремились вывести компанию Mobile на новый уровень восприятия в районе Гудаута. И в первую очередь мы начали с местоположения нашего офиса. Как вы видите, офис расположен в самом центре города Гудаута. И мы считаем, что это будет очень удобно для жителей, живущих в любом районе Гудаута. Весь дизайн офиса был разработан в соответствии с пожеланиями самих гудаутцев. Прежде чем перейти к строительству офиса, мы провели социологическое исследование. И, как нам кажется, мы смогли учесть все их требования и пожелания. Это не единственный подарок от компании. В честь открытия нового офиса состоялся гала-концерт с участием звезд абхазской эстрады, который собрал большое количество слушателей. Известные ведущие, детские ансамбли, юмористические номера и, конечно же, уже полюбившиеся публике исполнители. Шары с логотипом компании «Живая музыка». В центре города царила праздничная атмосфера. Гости и местные жители в восторге от исполнителей. Концерт уже подходил к концу, а люди не собирались расходиться. Ведь подобные мероприятия в Гудауте проходят не так часто. Сколько людей, все рады этому событию, что у нас открылся такой центр. Вот уже так поздно, но никто не хочет расходиться. Нет. Всем нравится, сколько народу, дети счастливы, шарики всем подари. А завершающим этапом стал красочный салют. Чтобы продлить ощущение праздника, все старались запечатлеть фейерверк на мобильный телефон. Сима Аргуна, Дамырдженя, Абхазское телевидение. Досрочные выборы нового президента Федерации футбола Абхазии будут альтернативными. На пост президента ФФА претендуют два кандидата. Нынешний глава Федерации Джемал Губаза и завершивший недавно карьеру футболиста Руслан Аджинджал, сообщает пресс-служба ФФА. Выборы главы Федерации пройдут после 25 сентября по завершении чемпионата Абхазии. Вице-премьер Абхазии Дмитрий Сериков примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 18 сентября. В прямом эфире вице-премьер ответит на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.ministru@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу 18 сентября гость студии вице-премьер правительства Абхазии Дмитрий Сериков. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 65 рублей 93 копейки, евро 74 рубля 24 копейки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 29-31 градус, температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.